вклад нашего города в строительство российского военного флота очень большой. И вот за более чем 120 лет, да, было построено более 400 судов, как мы это чаще всего говорим. Но вот вопрос, за сколько за более чем 120 лет, и вот хочется мне сегодня об этом рассказать, да, все-таки когда начинается кораблестроение. Но сначала, почему в Казани появляется, да, у нас верфь, почему здесь потом появится адмиралтейство. Конечно же, это не случайно. Во-первых, здесь обширные лесные массивы и, конечно же, многовековой опыт судостроения на Волге. Тем более, что у нас поворот Волги давал вот эту гавань, которая позволяла разместиться достаточному количеству судов, которые поднимались с Каспия и здесь, разгружая товары на Гостином острове, как это уже называлось, да, в тот период, на котором я сейчас говорю, разворачивались и плыли назад. Выше по Волге уже более такой гавани, где было достаточного количества воды для разворота довольно крупных морских судов, не было. Ну и, конечно же, это была самая северно удобная гавань. При этом, конечно же, мы знаем, что на протяжении всего XVII века в наказах воеводам, казанским воеводам, постоянно ставилась задача поддерживать судоходство по Волжскому торговому пути. И, конечно же, я специально привожу текст источника, где прямо говорится о том, что именно начало флота российского начинается благодаря Каспийскому, да, морю. И вот вы видите, что еще при царе Алексее Михайловиче пишется, да, был приглашен корабельный мастер из Голландии Давыд Бутлер с товарищем для построения морских военных судов, могущих разъезжать по Каспийскому морю. Но эти суда, построенные тогда, были сожжены во время восстания Степана Разина, и, соответственно, далее уже строились обычные суда. И здесь нужно сказать, что в наказах 1649-1677 года указывалось, что воеводы не только должны организовывать отправку судов вниз по Волге в Астрахань, с лесными грузами, с другими грузами, товарами, которые производились у нас в Казани, в регионе. Но и говорилось, что для астраханских и терских, то есть на терек, да, посылок, велеть бусы, коломенки, ясаульные струги, лодки делайте в Казани, на Вятке у соли Камской. То есть кроме Казани еще строили на Вятке, тоже впадение Вятки в Каму, видимо, давало эту удобную гавань, но и даже в Соликаменске, да, в Соликамске нынешнем. Это тоже делалось. Но для нас самый важный момент – это, конечно же, вот этот наказ от 31 марта 1697 года воеводам окольничьему князю Петру Львову и Никиту Альферовичу Кудрявцеву, которым впервые указывалось найти место двора для строительства и ремонта худых стругов. И вот мы видим с вами, да, как это было указано. А двор бы сделать на те иные суда под Зелантовым монастырем или где пристойно, то есть в устье Казанки. Да, изначально уже вот в 1697 году это было определено. В 31 марта обычно воеводы, вот как только им дали наказ, да, сразу же не приезжали в Казань. Иногда это длилось почти месяц, потому что воеводы должны очень торжественно, да, так сказать, пафосно, как мы бы сейчас с вами сказали, да, перемещаться, чтобы везде, так сказать, честь принять, да, вот в новом статусе. Поэтому, в общем, в лучшем случае через месяц, да, они сюда добрались в мае. И вот известно, что уже вот в 1697 году разворачивается строительство. На морской ход именно, да, 13 яхт со всеми припасами, то есть полностью готовые к плаванию. Вот для этих целей в Казань были направлены корабельные мастера, иноземцы Баренц Броур, Крен Корнелиус и толмач, потому что, видимо, они не владели, да, русским языком, Андрей Леренк.
И вот таким образом начал реализовываться задуманный еще в 1694 году Петром I, да, план по созданию флота на Каспийском море. Нужно сказать, что размеры яхт предполагались разными. Две должны были быть самыми крупными. Это определялось, да, длиной, значит, по протяженности, если можно так сказать. Да. Киль бывал чуть поменьше, потому что от него расходились борта. Ну, вы потом увидите картинки. Вот. И, соответственно, если мы пересчитываем на сажень 213 сантиметров, то у нас вот получается, что в длину эти самые крупные яхты были 18,5 метров, в ширину 5 метров. Остальные 11 яхт поменьше, да, они были короче, да, то есть на 1,5 метра, 17 метров шириной, значит, те же 2 сажени с аршином, то есть те же 5 метров. Конечно же, ограничение по размеру во многом диктовалось высотой леса, да, высотой самых крупных сосен, потому что чаще всего киль, нижняя часть, да, значит, которое ставилось на воду, да, судно, оно, конечно же, не должно, ну, старались не делать его составным. Да. Вот. Ну и, конечно же, где же проводилось строительство, мы понимаем, да, что вот в устье реки Казанки, куда привозили лес. Вот рубили его, видите, да, 22 казанских плотника, и руководили они 760, гигантская цифра, да, дворцовых, монастырских и ясачных крестьян Казанского уезда. Они возили лес на реку Илеть, и мы еще с ней с вами свяжемся, да, извините, встретимся, да. Она у нас впадает выше, значит, по Волге, напротив сейчас города Козловки, мы еще с ним тоже встретимся, с этим городом. И, конечно же, вот туда уже сплавляли, да, этот лес ясачные татары, оттуда сплавляли лес до Казанки ясачные татары Алатской, Арской, Зюрейской, Нагатской и Галицкой дорог. То есть со всех дорог, со всей территории Казанского уезда татары должны были отправить людей, плюс марийцы и удмурты, да, которые живут поблизку и по сию сторону Камы и Ватеки реки, то есть Вятку еще называли Ватека река. Вот это начало строительства. Видно, что 10 яхт строили 98 казанских плотников, 154 дворцовых, монастырских и ясачных крестьян Казанского уезда. И на смену им были взяты, то есть они как бы посменно работали, да. Из казанских пригородов служилые люди выдавали со своих 15 человек по человеку. То есть вот у него есть 15 крестьян, он одного должен выдать. Чем больше у него, умножая на 15 крестьян, тем больше людей он должен был выставить. Да? То есть это должно было быть 90 человек. То есть вот такое количество, можем в среднем, да, сосчитать, казанских служилых людей жило в окрестностях Казани. Да? То есть уже издалека как бы не гнали на смену. То есть какие-то случались, да, обстоятельства у этих 154 дворцовых, монастырских и ясачных крестьянина, и поэтому, значит, им было нужно. Следующая смена была взята уже из городов, видите, да, из Чебоксар, из Козьмодемьянска, из Царево-Санчурска, из Яранска, из Уржума. Здесь уже посадские люди направлялись, 257 человек. Нужны были уже кузнецы, потому что были металлические части, конечно же, да, детали всякого рода, приспособления на кораблях. Вот. Из сел 107 человек, тоже кузнецов, да, и, соответственно, из этих городов еще 28 человек. При этом 3 других яхты, какие тут не написано в источниках, к сожалению, да, то есть покрупнее, поменьше или как-то по-другому, да, они были почему-то организованы, да, то есть строились, видите, записных и пригородошных, не знаю правильно, ударение какое, да, 48 человек, с городов 28 человек. Общее количество человек, работников, да, привлеченных, ну, естественно, не одномоментно, потому что говорится про смену, но все равно, да, 1592 человека, да, то есть почти 1600 человек, 13 яхт, да, строят.
Ну, конечно же, да, у нас, к счастью, есть уникальное издание, ну, к сожалению, у нас без иллюстраций, да, но есть иллюстрации в открытом доступе, я вам очень советую посмотреть, да, новое голландское корабельное строение Алларда, да, в 1709 году оно было выпущено, экземпляр, который находится в Российской национальной библиотеке, еще будет раскрашен, да, и вот оттуда как бы мы видим с вами, какие инструменты, да, они определяют необходимыми были для того, чтобы строить корабли. Вот вы видите, да, всевозможные рубанки, ну вот эти, я не знаю, как, кроме клещей, да, как называются инструменты, при том, что в книге все написано, да, вы видите, наверное, не всем видно, да, но около каждого написан номер, то есть по нему экспликация вся присутствует в книжке, да. Вы видите самые разные виды пил, да, и двуручные, и одноручные, и, так сказать, двухрядные, я не знаю, как правильно сказать, да, то есть вот такие, как бы, инструменты использовались, да, то есть я еще эту специальную картинку показываю после того, как сказала про 1600 человек, то есть это же сколько ж им нужно же было еще и вот этого инструмента, да, то есть эта ситуация такая была непростая. Ну и как бы вот, да, они могли вот так вот работать, да, то есть на перевернутом сначала корабле, представьте себе, да, то есть вот так вот, значит, что-то там с ними, там, я не знаю, тут кто как что-то делает, да, клепают ли или как-то там, вот явно тут смолят, да, то есть, в общем, работы очень много, но на 1600 человек, в общем, как-то вопрос. Но другая еще цифра, да, тоже поражает, это стоимость, в которую обошлись эти 13 яхт. За 2 года, с 1697 по 1999, да, из казанского бюджета, скажем так, да, из бюджета города Казани было выделена гигантская сумма 15 619 рублей. Вот для того, чтобы сравнить, мы видим с вами, что как это не, как бы, да, естественно, с учетом инфляции, да, может быть, какую-то там можем сделать скидку, но на самом деле она не была такой какой-то сумасшедшей, да, но вот за 7186 год, то есть это с 1 сентября 1677, да, по 31 августа 1978 года, да, вот со всех ясачных людей Казанского уезда, да, и городов собирался, да, то есть вот годичный оклад ясачный 15 034 рубля. То есть вот за 3 года, да, то есть практически годовой доход Казанского уезда ушел на то, чтобы построить эти 13 яхт. Очень кажется нерационально, да, но вот что поделаешь, вот такая как бы история, да, так это в реальности было. Теперь про название. Как же их назвали, эти 13 яхт? Тоже как бы вызывают удивление, да, то есть, ну, понятно, что небесный покровитель Петра I тут на первом месте, естественно, да, апостол Петр, апостол Павел. Ну, понятно, что тут вот так пишут, да, но мы понимаем, что речь идет про святого Николая. Далее, да, потом, значит, третий про Иоанн Златоуст. Ну, пятый, наверное, святой Амвросий. И вот Августин, конечно, вообще никак в православную традицию не вписывается. Но с учетом того, что мы помним с вами, да, 2 немецких, ну или голландских, да, мы не знаем, иноземца, да, значит, у нас руководят кораблестроением, поэтому, вероятно, святого Августина они, так сказать, пролоббировали, да, или как там это сказать. Ну, далее, значит, да, Бориса и Глеба, значит, Дмитрий Солунский, да, значит, Сергий Великомученик почему-то, ну, вероятно, может быть, Радонежского, да, то есть все-таки на тот момент они так. Вот тут как бы с Моисеевской Израилева, да, то есть пророк Моисей имеется в виду, наверное, да, то есть Илья пророк, ну и далее вот уже видите, да, казанские идут местно чтимые, да, так сказать, чудотворцы, значит, Гурий и Варсонофий. Они, конечно же, вы знаете, да, были очень почитаемы, для них их предел был главным в соборном храме епархии, Благовещенском соборе в Кремле, да, то есть поэтому, собственно, вот так. И вот, конечно же, интересно, наверное, как же, в какой форме эти имена были большими, вырезанными
словами, да, значит, написаны на корме. Не знаю, да, к сожалению, никаких изображений не осталось, но, в общем, вероятно, наверное, так же, как и у нас, да, на обоих бортах с разных сторон, чтобы было видно. Но вот, в общем, не знаю. Кажется, конечно же, не совсем, да, понятным выбор. Почему именно эти, а не эти, да, то есть, ну вот как-то по какому-то принципу это все у нас, значит, было выбор. Хорошо, значит, когда же они были готовы? Вот в 98-99 году, значит, яхты в 7207 году, да, были отправлены, значит, в Астрахань. Я просто семерку не стала, чаще всего так пишут, да, то есть без семерки уже это от сотворения мира 7207 год, а, значит, от Рождества Христова 1698-99. Хотя в России еще, конечно же, нет летоисчисления от Рождества Христова. И вот, соответственно, кто у нас командовал, да, этим корпусом, который отправился на этих кораблях, 5 яхтах, значит, в Астрахань, ну, как бы в сторону Астрахани. Это у нас полковник Иван Мейер. И вот посмотрите, да, то есть на каждой яхте умещалось по 100 солдат, как-то, с трудом себе представляю, да. Вот, там, наверное, должны были быть 5-ярусные нары, да? Но на самом деле они вроде бы в мешках обычно, да, ну, как в гамаках. И эти гамаки, я не знаю, тоже, наверное, ярусами должны были быть, чтобы они там умещались. Вот. Еще 5 яхт у нас были под командованием капитана Яна Вилса де Гемерта. Понятное дело, да, что транскрипция европейских фамилий, имен, она очень такая, да, сложная была для славянской фонетики. Поэтому, собственно, как бы тут вот найти, кто они были, да, и так далее, очень я пробовала, пыталась, но очень сложно соотнести, тем более, если это там голландцы, да, то есть у них, конечно, в языке произношение еще более сложное, поэтому какие там звуки будут правильными, да, для того, чтобы их искать, очень сложно определить. Итак, то есть главная их роль – это патрулировать, значит, дельту Волги, Каспийское море, для того, чтобы не было ущерба торговым судам, да, которые шли в Астрахань. Значит, какой-то есть там остров 4 бугра. Предполагалось, что на нем будет возведен острог, и, соответственно, они будут там зимовать. И вот даже был создан особый для вот обеспечения, да, обслуживания этих яхт яхтинский полк. Естественно, что кто же от Казани курировал этот вопрос? Так как вторым воеводой был, я уже говорила, да, значит, князю Львову назначен Никита Алфеевич Кудрявцев. Тут нужно сказать, что он у нас очень, да, человек знатный, самый знатный, да, всей казанской, так сказать, корпорации. И, конечно же, его назначение вторым воеводой – это огромный, так сказать, карьерный для него скачок. И так как потом он у нас постоянно будет заниматься вопросами адмиралтейства, то, в общем, мы можем с большой долей уверенности предполагать, что он и курировал, да, вот это строительство этих 13 яхт. К сожалению, нет его портрета, поэтому я вам показываю портрет его сына в надежде, что он похож на отца. Поэтому прошу прощения, если кто-то, так сказать, да, мне потом будет говорить, зачем вы нас вводите в заблуждение, ну, очень бы хотелось, да, показать человека, так сказать, хотя бы через его потомка, да, насколько вот он был в этом смысле значим. Да. Он на самом деле выдвинулся, в общем-то, да, так сказать, за короткий срок, участвовал в этих 2 азовских походах Петра I, да, то есть, собственно, как бы видел, да, для чего корабли нужны России, для того, чтобы решать вот военные задачи. Ну и вот, соответственно, вероятно, все-таки он и яхтами занимался. Но точно мы знаем, что он потом курировал, конечно же, следующий этап кораблестроения. Здесь у нас нужно сказать, что в 1700 году, да, уже должны были быть заложены, построены суда более крупные. Их уже стали называть шмаки, да, то есть это такая переделка из голландского термина, да,
При этом англичане не хотели называть шмаками, хотели называть, как они, англичане называют, флейтой эти корабли, да, так что поэтому, когда я буду говорить о том, как вот эти, значит, иностранцы приезжали на, ну, почти инспекцию, да, и, так сказать, на то, чтобы выбрать из построенных судов что-то необходимое, как бы вот кто-то пишет флейты, да, кто-то пишет шмаки. Итак, значит, тут вот как раз уникальный наш документ, очень мало, я еще раз напоминаю, да, что сохранилось у нас вообще документов по истории нашего региона второй половины 16-17 века, во многом именно потому, что кроме казанских пожаров, к сожалению, наложился огромный московский пожар. Ведали всеми процессами, да, управления в нашем регионе чиновники из центрального ведомства. Это был так называемый приказ Казанского дворца, и все вопросы, да, все документы концентрировались в его архиве. И, к сожалению, вот в 1703 году этот архив в Москве сгорел,